Здравствуйте. Большую часть сегодняшней передачи займет портрет женщины, руки которой, и я бы даже сказал, душа делают жизнь горожан красивее и вкуснее тоже. Но вначале несколько слов о наиболее значимых событиях дня. За 14 взяток был арестован в Якутске представитель Минэкономразвития Российской Федерации Константин Федоров. Об этом сообщает агентство национальных новостей. Премьер Фродков поручил Росимуществу включить в уставный капитал российских железных дорог имущество компании «Железные дороги Якутии». Глава администрации Якутска Михальчук сегодня в Кремле принимает участие в работе в заседании Совета по реализации национальных проектов под председательством президента Путина. Прокуратура Якутска завершила расследование краж сотовых телефонов в Якутске. Ранее мы уже сообщали о задержании гражданина, который, воспользовавшись ротозейством менеджеров, украл 41 телефон. В водопровод Якутска попал осетр, а рыба застряла на фильтре одного из теплообменных пунктов, принадлежащих Якутской ТЭЦ. Рыба беспрепятственно миновала якутский водозабор, погибла при хлорировании воды, после чего и началось ее путешествие, можно сказать в кавычках, по городскому водопроводу. Ресторан «Фрегат» язык просто не поворачивается назвать предприятием общественного питания. Так много здесь делается для того, чтобы клиент, а по-местному гость, чувствовал себя, что называется, в своей тарелке. Не в последнюю очередь это зависит от изобретательной Людмилы Калгиной. 9 лет, как она гармонично вписалась в поварское сообщество Якутска. Каждому повару в нем нашлось место. Амплуа Людмилы Калгиной – авторские рецепты. И каждое новое блюдо получает путевку в жизнь после одобрения официантами. Готовится первый образец, который обязательно отдаем на дегустацию официантам, потому что они это блюдо предлагают людям и должны знать его вкусовые качества. Если перефразировать известное, что встречает по одежке, то можно сказать, что ресторан «Фрегат» встречает уютным интерьером, приветливостью персонала. И это так, но это банально и примитивно. А вот как поэтично звучит авторская версия обустройства «Фрегата». Первый встречает гардеробщик от его улыбки, первый заряд. Потом встречает администратор, улыбка номер 2. Поваров не видно, но они должны с настроением и улыбкой готовить. Это 3. И улыбка дает вот такой вот результат, что вы пришли завтра, заряженные, добротой. Вот во «Фрегате» это уже достояние, все добрые и отзывчивые люди. А вот еще один улыбчивый повар, Максим. Улыбка – это что? Флаг корабля. Флаг корабля? Да. Он даже с улыбкой поднимает сколько килограмм, гиревик даже. Летом на теплоходе иностранцы, немцы, куда деваться, такой русский медведь вышел. Очень любознательный, любит готовить. Хорошее настроение в нашей работе – это обязательное, главное условие. Да, потому что хорошее настроение, оно перекладется обязательно на приготовленное блюдо. Ну, все равно по рецепту делают, какая разница? Нет, рецепт тогда бы все готовили, и все получалось вот именно как мировой стандарт можно было применить. А если нет ауры, нет души, то блюдо уже будет постным, таким блеклым. Вот оно будет, может быть, и красивым, а вкус даст только энергетика. Вот состояние души, настроение. Поэтому мы во «Фрегате», вот у нас главное условие, чем я дирижирую. Пришел на работу, это, они от меня часто слышат: проснись и пой. Проснись и пой. Сравнение своего труда с творчеством дирижера – это просто метафора. Хотя Людмила Калгина и любительница песни попеть, но с детства мечтала стать архитектором. Все из-за той же тяги к гармонии и красоте. Тупые хрущевские многоэтажки только разогрели эту тягу. Но также не сложилось, что стала она поваром.
после окончания Новосибирского института. Это хрущоба, это где-то 2 там, с небольшим метров высота. И вот я в 12-летнем возрасте почему-то поняла, что человек в таких вот условиях не может быть творцом. Ему надо создавать условия такие, в которых он хорошо бы дышал, общался. А в таких квартирах это как конура. Творчество, оно в среде появляется. Или ты видишь природу, или в доме, в котором живешь. Вот поэтому я захотела стать архитектором и сменить, чтобы вокруг были красивые здания. И люди жили в красивых условиях. Людмила, а то, что вы не стали архитектором, вы жалеете об этом? Ну, потому как вот работа моя в какой-то мере похожа, то не жалею. Твоя мечта может стать явью, только упорство, желание. Желание – это полужизнь, а равнодушие – это полусмерть. Я так думаю. Угощение. Оно однокоренное со словом «гость». Поэтому угощение – это то блюдо, которое с радостью готовят, встречая кого? Гостей. Это не заурядная вот потом уже щи, каша, а чуть-чуть вот. И больше как раз вот уже, если начал угощение готовить, здесь вот внутренний мир и улыбка должны больше присутствовать, потому что стук гостя – это радость для меня. Как где-то вот какая-то таверна была, там было так написано: стучи хоть ночью, хоть средь бела дня, стук гостя – это радость для меня. Людмила Калгина едва ли не каждую фразу заканчивает в рифму. Это у нее само собой получается. Также гармонично и естественно рождаются и ее многочисленные рецепты. Страсть